вечер. В эфире новости на телеканале «Осетия и Ростов». В студии Валерия Козаева. Расскажем о главных новостях к этому часу. Сюда с горы спуск есть, да? Да, уже Лыжный. створ, все проложено. Он уже готов, готов, 1700. В республику прибыл заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он осмотрел новый терминал международного аэропорта Владикавказ, завод «Ирстон» и еще ряд важных для республики объектов. Нами, депутатским корпусом, сейчас идет активный мониторинг этих строительных площадок. «Единая Россия» следит за ходом строительства и ремонта объектов, включенных в народную программу партии. Как прошел очередной мониторинг. Там, глядишь, и во всех библиотеках уже всего земного шара будет этот наш замечательный словарь. В Московском доме ученых презентовали второй том историко-этимологического словаря осетинского языка Васо Абаева, переведенного на английский язык. Над изданием трудились выдающиеся ученые страны. Сергей Миняйло передал награды семьям военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. И выразил соболезнования родным погибших героев, поблагодарил их за воспитание достойных сыновей. Нет слов, которые смягчили бы боль от утраты, но примите мои глубокие соболезнования. Вы можете по праву гордиться подвигами ваших сыновей, мужей, братьев. Все они проявили истинное мужество и самоотверженность, к сожалению, ценой собственной жизни. Мы всегда будем помнить об их героизме, сказал Сергей Миняйло. Также глава подчеркнул, руководство республики продолжит оказывать всю необходимую помощь семьям военнослужащих. Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами мужества посмертно награждены подполковник Валентин Данилов, сержант Артур Хугаев, сержант Шервани Джентимиров, старший лейтенант Олег Фарниев, лейтенант Эдуард Качмазов, прапорщик Юрий Арапов, рядовой Максим Бойко, рядовой Роланд Хавребов, рядовой Таймур Астотьев, рядовой Валерий Калаев, рядовой Заур Кантемиров, рядовой Андрей Мацкевич, рядовой Дрес Очеретлов. К другим темам. На заседании расширенной коллегии Федеральной налоговой службы подвели предварительные итоги текущего года и обозначили приоритетные направления следующего. В работе участвовал Сергей Миняйло, руководитель ФНС России Данил Егоров и руководитель республиканского управления Тимур Таймазов. Данил Егоров отметил эффективность новых подходов в контрольной работе. По его словам, благодаря качественному анализу необходимых наборов данных за 10 месяцев удалось на 27% снизить количество запрашиваемых компаний документов вне рамок выездных проверок. А также обратил внимание на нашу работу по взаимодействию с плательщиком, с каждым человеком. Задача сделать все возможное для обеспечения его комфортной жизни, заявил руководитель федерального ведомства. Защита мира, укрепление дружбы, согласия, партнерства и добрососедства. Сергей Миняйло встретился с делегацией Ассамблеи народов Евразии во главе с генеральным секретарем Андреем Бельяниновым. Глава отметил, Северная Осетия готова поддержать все позитивные идеи и начинания. А по словам Андрея Бельянинова, партнерство и совместные инициативы позволят наглядно показать инвестиционный потенциал и позитивный имидж республики на международной арене и дадут дополнительный импульс к проведению международных мероприятий. В беседе также участвовали министр по делам национальности Алан Багиев и председатель Общественной палаты Нина Чеплакова. С рабочим визитом в Северную Осетию прибыл заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Федеральный чиновник осмотрел новый терминал международного аэропорта Владикавказ, завод «Ирстон» и проверил, как строить всесезонный тематический Алания-парк. Обо всем по порядку в сюжете Сабины Гатаговой. Самолет заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова приземлился в 2 часа дня. И здесь же он осмотрел новый терминал аэропорта Владикавказ. Здание двухэтажное, фасад и внутренние помещения стилизованы под рельеф гор с единственным на Северном Кавказе телескопическим трапом. После запуска терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое. Уже фактически на финишной прямой. Сейчас работы ведутся по благоустройству, попуска наладки и сдачи объекта в эксплуатацию. А когда сдаете?
Ну, стремимся в этом году. С точки зрения оснащения, по оборудованию никаких проблем По оборудованию совершенно все на местах, все технологичное Уже оборудование установлено. Вот. Получилось все это достать и в срок, поэтому проблем не возникло. Совершенно никаких проблем, да. У нас все как по проекту фактически, да. Отлично. Следующий пункт рабочей поездки – завод «Ирстон». Здесь добывают и перерабатывают декоративный и строительный камень. Сергею Назарову показали современное технологическое оборудование. На нем производят качественные стройматериалы. Рассказали о создании на площадке предприятия индустриального парка с конференц-залом и конструкторским бюро. Особое внимание будут уделять молодым специалистам. Предприятие сотрудничает с инновационным центром Сколково. Будем вот такую кооперацию устраивать, чтобы наша молодежь перенимала опыт Сколково. В общем, вот такие планы. Но эти планы уже воплощаются. Вот сюда уже вложено 1 миллиард 800 миллионов рублей. Вместе с оборудованием, с территорией, с выкупом, со строительной частью. На склоне Лысой горы заместителю министра рассказали о реализации самого крупного в СКФО комплекса всесезонного тематического курорта «Алания Парк» стоимостью больше 3 миллиардов рублей. Сергей Назаров высоко оценил темпы работ. Здесь будет подвесная пассажирская канатная дорога, горнолыжная трасса с ночным освещением, колесо обозрения и современная инфраструктура. Это как раз площадка под колесо, да? Да, это площадка под колесо, фундамент делаем, да. У нас будет колесо, оно входит в здание, видите, да? Я понял. Да, то есть у нас нижний этаж сервисный центр, все, второй этаж кафе и все услуги. Значит, у нас 15 опор, пома, 4-креселка, съехали и мы туда пойдем. Неотцепляемые, да? Неотцепляемые, у нас траволаторы. Понятно. Траволаторы стоят. На такое расстояние смысла нет. Отцепляем. Километр 700 у нас склон. Перепад 280. Отсюда с горы спуск есть, да? Да, уже Лыжный. створ, все проложен. Он уже готов. Сергей Назаров также посетил Владикавказский вагоноремонтный завод, осмотрел колесный цех, блоки по ремонту грузовых и пассажирских вагонов и обсудил вопросы модернизации предприятия. Сабина Гатагова, Алан Суанов. Новости Осетии. Доходы республики в следующем году составят 38 миллиардов 40 миллионов рублей. Расходы 39 миллиардов 662 миллиона. Параметры бюджета республики на ближайшие 3 года рассмотрели на очередном заседании парламента. Главный финансовый документ остается по-прежнему социально ориентированным. Сформированный прогноз налоговых и неналоговых доходов на следующий год. Он составил 14 миллиардов 511 миллионов рублей. Ко второму чтению основные параметры изменятся благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета. 22 ноября по результатам рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении республики выделено дополнительно более 8 миллиардов рублей межбюджетных трансфертов, в том числе в форме дотации 2 миллиарда 164 миллиона рублей. Соответствующие поправки будут направлены в парламент в установленном порядке. Арсен Фадзаев освобожден от должности вице-спикера парламента 7-го созыва. Его заявление также рассмотрели сегодня на сессии. Он продолжит работу в статусе депутата. Кроме того, досрочно прекращены полномочия депутата парламента Виктора Величко. Всего же на заседании рассмотрели больше 35 вопросов. Вопросов в том числе меры поддержки малого и среднего бизнеса. Вот мы сегодня говорим о необходимости решения проблемы импортозамещения, о достижении технологического суверенитета нашей страны. Это задачи, которые ставит президент нашей страны, задачи, которые ставит на региональном уровне глава нашей республики. Поэтому вот меры поддержки в части предоставления налоговых преференций должны постоянно анализироваться. И нужна совместная работа и парламента, и правительства. В поселке Южный открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Большую площадку под открытым небом построили недалеко от 8-й школы. С комфортными условиями для игры в футбол, баскетбол и волейбол, беговыми дорожками, тренажерами, трибунами с навесом на 100 мест и освещение. Открытие посетили глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильдихов и замминистра спорта Аида Шанаева. А футбольная команда «Барс» даже провела первую тренировку. Поле удобное, чистое, газон хороший, ничто не мешает тренировочному процессу. Удобно падать мягко и, в принципе, поле новое и мне нравится. И ворота хорошие, сетка хорошая и мячи не будут улетать далеко.
Физкультурно-оздоровительный комплекс построили по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Горожане, которые здесь жили, не получали того минимума по спортивном направлении, я имею в виду, который должны были получать. Вот сегодня вы видите, во что это все превратилось. Да? Мы дали этой школе вторую жизнь. На этой площадке будут заниматься не только наши ученики, но и непосредственно наши ребятишки, которые живут в Южном. Мы открываем филиал нашей футбольной академии. То есть профессиональные тренеры будут обучать наших ребятишек. Нам будет возрастная группа, в которую будут входить жители поселка Южный. Благодаря этому проекту в нашей республике развивается спортивная инфраструктура на всей территории нашей республики. То есть благодаря этому проекту наша молодежь имеет возможность заниматься физической культурой и спортом на новых площадках. А это большое подспорье для нас, потому что если мы хотим иметь здоровую нацию, мы должны все делать для нашей молодежи. «Единая Россия» провела очередной мониторинг объектов, включенных в народную программу. Олимпийский парк, 14-я школа и общественные территории во Владикавказе. Партийный десант регулярно следит за тем, чтобы все объекты сдали качественно и в срок. Остались ли довольны темпами, расскажет наш специальный корреспондент Алана Тумаева. Сейчас в Олимпийском парке гулять не очень комфортно. Мешают стройматериалы, но это пока. Объект масштабно реконструируют. Тут появится тематический парк аттракционов. Акцент сделают на Нарский эпос. Приступили в сентябре, работают в 3 этапа, пока на первом. Сейчас подготовка фундамента идет. Зальем фундамент под колесо обозрения. Прокладываем сети. Это вода, полив всех зеленых зон будет. Весь полив мы уже проложили. Потом канализация. Вот сейчас кабель пришел, уже сейчас будем кабель прокладывать. Ну и после этого начнем уже планировку полностью территории и уже подготовку всех площадок под аттракционы, там под киоски и так далее. После партийный десант направился в 14-ю школу. Ее капитально ремонтируют в рамках госпрограммы развития образования. Заменили все инженерные сети, обновили интерьер, а еще завезли новое оборудование и мебель. Программу капремонта школ сделали комплексной по предложению «Единой России». Объект почти полностью готов. В данный момент мы видим, что уже мы его практически закончили. Остались недоделки с уличной стороны, с фасада. Вот, и они тоже будут проводиться. Составляются дополнительные сметы, которые изначально не входили в работу. Еще единороссы проверили качество работ по благоустройству территории. Работы ведут в рамках партийного проекта «Городская среда». Его у нас реализуют почти 5 лет. За это время в Северной Осетии благоустроили порядка 600 дворов и больше 150 общественных зон. Меняют асфальт, бордюры, устанавливают новое освещение, лавочки, урны и разбивают газон. Объекты были сформированы по наказам избирателей в ходе предвыборной кампании. И нами, депутатским корпусом, сейчас идет активный мониторинг этих строительных площадок. В рамках партийного проекта «Партийный десант» была сформирована команда из депутатов разного уровня. Да, и вот у депутатов сейчас идет напрямую задача контроля качества произведенных строительных работ. Такой мониторинг «Единая Россия» проводит регулярно. Проверяют строительство и ремонт объектов, включенных в народную программу партии. Это школы, детсады, ФАПы и дома культуры, школьные спортзалы и не только. Главное, все социально значимые объекты должны быть выполнены качественно и в срок. Алана Тумаева, Давид Битиев. Новости Осетии. Василий Иванович Абаев, выдающийся ученый, академик Академии наук России, доктор филологических наук. Этот список можно продолжать долго. Его огромный такой важный труд историко-этимологический словарь осетинского языка получил всемирное признание и высокие оценки специалистов. 3 года ведущие ученые страны занимались переводом словаря на английский язык. На днях в Москве прошла презентация 2-го тома. Историко-этимологический словарь осетинского языка Васу Абаева – выдающийся труд, значение которого невозможно переоценить. Первый том вышел больше полувека назад, и он до сих пор остается одним из самых авторитетных источников в области изучения иронистики. Олег Беляев – известный ученый-лингвист, доцент Московского государственного университета. Влюбился в Северную Осетию еще студентом. Уже много лет он изучает осетинский язык. Главным проводником в мир культуры и истории для него стал труд Василия Абаева.
Поздравляю всех с праздником. Что касается словаря, я хотел бы сказать, что в данном случае мы предварительно издали этот второй том в небольшом тираже совсем, который предназначен только для ведущих специалистов по осетинскому языку и для основных библиотек. Но в дальнейшем мы планируем издать, когда уже будут все 4 тома готовы, а это будет, я надеюсь, уже в конце следующего года, мы планируем уже издание всех 4 томов. Кроме того, в конце этого года, я думаю, что уже будет готова полноценная онлайн-версия словаря, которая будет доступна свободно для всех желающих. В 2019 году Олег Беляев совместно с коллегами из МГУ Северной Осетии начал переводить на английский язык словарь Василия Баева и создавать на его основе общую электронную базу. Она станет серьезным ресурсом для научных исследований и поможет тем, кто хочет владеть осетинским языком. На днях в Московском доме ученых прошла презентация второго тома и его электронной версии. На ней выступил инициатор проекта Амирхан Турчинов. Караван наш продолжает идти вперед, уже второй том издали. К Новому году уже будет готов 3-й том. А там, глядишь, и во всех библиотеках уже всего земного шара будет этот наш замечательный словарь. Это будет подарок не только профессионалам, иронистам, лингвистам и так далее. Это будет большой подарок вообще в этой жизни. По видеосвязи из Неаполя участников приветствовал видный итальянский ученый, профессор Адриано Валерио Росси. В мероприятии также участвовали заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков, заведующий сектором Института археологии РАН Дмитрий Коробов и другие. Средства на перевод и издание работы собрали наши земляки, члены осетинской общины Москвы. У меня его работы, конечно, есть, и бывает очень интересно к ним обратиться и даже иногда найти в них что-то, что мне может пригодиться для работы. Его работы выходят за рамки только Осетии и осетинского языка. Огромное значение научного наследия ученого, актуальность электронного ресурса на основе его трудов и возможностей развивать национальную культуру. Именно благодаря Василию Ивановичу Абаеву осетинский язык изучают и любят далеко за пределами нашей маленькой республики. Валерия Козаева, Бимбулат Зуцев. Новости Осетии. В Союзе писателей республики презентовали поэтические сборники, посвященные специальной военной операции. Всего 4 книги: «Стихи из огня», «Позывной Победа», «Порохом пропахшие слова» и «Позывной Победа». Их подготовил и выпустил Союз писателей России. В сборнике произведения признанных авторов и молодых поэтов. На мероприятие пригласили учеников 30-й школы. Ребята читали стихотворения и исполнили песни на стихи авторов, вошедших в сборник. Я спел песню на слова Ильи Резина. Готовил песню я неделю. Такие мероприятия надо проводить почаще, для того, чтобы мы знали настоящую историю нашей страны, а не то, что показывают в интернете. Мне досталась книга под названием «Стихи из огня», где собраны были стихотворения наших современников. Я беру период с Великой Отечественной войны и по последние дни, по сегодняшний день. Основной массив стихотворений посвящен как раз специальной военной операции. Осетинское пиво – ритуальный напиток, который занимает особое место во время застолья. Варить его непросто, важно строго соблюдать традиционный рецепт. В СКГМИ студенты технических специальностей соревновались, чей напиток получится вкуснее. За процессом внимательно следили педагоги. Фестиваль пива посетили и будущие работодатели. Моя коллега Сабина Гатагова продолжит тему. Цвет, аромат, полнота вкуса – это залог правильного осетинского пива. Студенты технических специальностей СКГМИ знают секреты варки. Команда «Урузмак» – одна из лидеров фестиваля. Никакого особого рецепта нет. Только традиционные ингредиенты – хмель, солод, вода и дрожжи. А еще важно стараться и любить свое дело. По себе, они почти все одинаковые. То есть рецептура всегда одинаковая. Готовка по старинным рецептам. Ничем они не отличаются. Просто надо вложить свою душу и готовить его просто от души, чтобы было приятно для людей, которые будут его пробовать, пить и приносить также радость. Главные дегустаторы и одновременно строго жюри-педагоги, поэтому команды к фестивалю готовились основательно. Варили напиток целую неделю и в несколько этапов. Права на ошибку нет. Как итог, насыщенный вкус, густая пена и никаких консервантов. Члены жюри высоко оценили подачу и рекламу своей продукции. На достаточно высоком уровне. Проделана большая работа и организаторами, и, соответственно, самими участниками. Фестиваль
Фестиваль осетинского пива – это не развлекательное мероприятие. Разработанные рецепты войдут в квалификационные работы студентов. Кроме того, пригласили и будущих работодателей. Несколько кадров уже присмотрели. Мы давно уже присматриваемся к выпускникам СК ГМИ. И более того, не просто присматриваемся, а периодически мы принимаем на работу. И из руководящего состава нашего завода являются бывшими выпускниками СК ГМИ, в том числе я тоже. Фестиваль прошел весело и результативно. Студенты смогли сравнить разные рецепты и технологии варки, обменялись опытом, а древний национальный напиток получился у всех вкусным и со своей изюминкой. Сабина Гатагова, Александр Кочиев. Новости Осетии. А еще в СКГМИ провели ярмарку вакансий для студентов факультета информационных технологий. Пригласили около 20 крупных компаний республики, таких как Global Alania, Баспик, Влад Трамвай, Почта России. На встрече студенты задали все интересующие вопросы: условия труда, зарплаты и совмещения с учебой. Специалисты на все ответили и дали полезные советы. Руководство вуза, в свою очередь, поделилось успехами студентов. Как говорят организаторы, такие мероприятия дают хороший результат. Устраивают ярмарку вакансий на всех факультетах. В рамках проекта «Музей детям» больше 30 школьников узнали много новых и интересных фактов о родном городе. Ребята посмотрели выставку в Музее истории Владикавказа. Им показали газеты, телефоны и предметы быта жителей в разные исторические периоды. По поручению главы Сергея Миняйла все подведомственные организации Министерства культуры раз в месяц проводят такие экскурсии и приобщают подрастающее поколение к культуре и искусству. Проект рассчитан на детей до 14 лет. Сейчас, если в наше время посмотреть, спросите у любого ребенка, такого же, как и я, подростка, он не знает, что такое вообще Владикавказ и его историю. Есть такие, которые родители объясняют, а есть такие, которые могут не объяснить, они просто не знают, в каком городе они живут. Они не знают ни истории, ни культуры, ничего. И я считаю, что вот такие мероприятия должны проводить чаще. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.